Надо начать с восстановления того, чем мы здесь занимаемся. Я и хотел спросить, как раз, господа, а вот вы куда пришли все? Что происходит? Покушение на мышление. Покушение на мышление. Подождите, ну вот сейчас происходит методологическая школа, которая не является открытой, на которую можно было подавать заявление и поступать. Наталья, вы поступали в эту школу? Я в предыдущей форме, да? Предыдущий вторник. Теория современности. Нет. Социальная теория современности проходит у нас по средам. И это общеуниверситетский курс. Предыдущий вторник у нас был, наверное, университетский семинар. И это другой формат. Нельзя ходить бессмысленно на все занятия. Не очень понимаю, кто и что. Отлично. Но сегодня не социальная теория и современность. Вообще. Там должен быть потом интерпретация, это завтра, да? Завтра будет социальная теория и современность. Я думаю, что опоздала. То есть сегодня был семинар, нет, это полдень. Понятно, хорошо. Хорошо. Теперь сказали. Ну, хорошо. Значит, кто у нас из школы методологической? Раз. Ну, это Сергей, который в прошлом году поступил, он дошел. Мы обсудили, что мы попробуем принять. Игорь. Лев Владимирович, с вами мы вроде договаривались, что на школу вот эту вот... Нет, я зарегистрировался. Вы Не, ну зарегистрировались? только что вы зарегистрировались, вы пытались, а не зарегистрировались. Я уже говорил, что мы год с этими школьниками занимаемся, и у нас есть программа. Ну, я не претендую на то, чтобы, так сказать, но, так сказать, резюме и эссе я написал уже 45 лет назад. Отлично, но вы можете позволить нам не принять резюме и не принять вас в школу? Не могу. Почему? Не могу. Это ведь мое право и мое пространство, принимать в школу или нет? Потому что, во-первых, закрытость – это уже не демократия. А во-вторых, зачем вам обижать меня, если я к вам очень хорошо отношусь? Мне тоже не хочется вас обижать. И у нас достаточно открытый формат университета. У нас много общеуниверситетских курсов. У нас открытый семинар. А что, Ну, вы боитесь, что я вас покритикую? Нет, я не говорю, что вы меня покритикуете, потому что Ну, вы так в чем ходите на дело? все остальные форматы. Так в чем Потому дело? что я хочу построить работу с теми людьми, которых мы приняли на школу, определенным образом. И Простите, но я человек понимаю- достаточно подготовленный, я зарегистрировался, и я думаю, что мне не надо, как, значит, ученому с 45-летним стажем работы какой-то еще писать эссе или это самое. Вы можете Или- так не думать, но я организую эту школу, и я выставляю условия. Я не знаю, что это за условия, но если... Они я были прошу- написаны на сайте, и эти условия были озвучены. Ну, я привык, что ко мне по-хамски относятся, но, по-моему, Владимир никогда ко мне так не относился. Нет, ну, в данном случае, Лев Владимирович, речь не о хамстве, А да, о чем тогда? а о дисциплинированном формате работы, который Я очень невозможно... дисциплинированный человек, как вы знаете. Так что давайте начинать. И не создавать тут бюрократические... Начинать я тоже не могу. в школу, если вы не хотите соблюдать те правила, которые я предполагаю здесь установить. Начинать я тоже не могу, потому что половины школьников как минимум здесь нет. Да? А это означает, что в общем они пропускают первые вводные занятия, начало спецкурса по метапредметам. Ну вот видите, нет, а я есть, значит, я могу их заменить. Нет, ну так а толку, понимаете, вот, Лев Владимирович, от этого никакого толку не будет. Но я все-таки много лет занимался тоже методологией, и, наверное, я тут не буду лишним. Вот как вам объяснить, что в данном случае в дисциплинированной как бы форме спецкурса
да, где надо отрабатывать упражнения, вы будете лишним. Мне это непонятно, что значит. Ну вот если вы приходите в 3 класс начальной школы на урок природоведения, будучи очень, там, не знаю, квалифицированным, подготовленным человеком, да, и вам просят составить гербарий, из листочков там, и так далее. Зачем вам это надо? Да? И как будут чувствовать себя школьники, которые, как бы, это, не знаю, открытие, не открытие, они что-то делают, да? Вот и так далее. И здесь сидит Кривицкий, для которого это вообще не поймешь что. Нет, Кривицкий может их научить, как лучше составить гербарий, из каких там, значит, что именно надо засушить. Потому что Кривицкий дополнит, значит, преподавателя биологии своими соображениями. И таким образом для всех будет лучше. Вы на какую позицию претендуете? На позицию преподавателя или позицию учащегося? Конечно, учащегося. А как вы будете дополнять преподавателя, если вы в другой позиции? Ну, я, в принципе, могу дополнить больше, чем какой-нибудь другой ученик. А зачем это вам? Мне это надо для того, чтобы просто, значит, вступить в какой-то диалог. Дело в том, что для моих работ необходимо постоянное общение, даже дискуссия, а иногда и полемика. Потому что в дискуссии у меня приходят наиболее важные идеи. Понимаете? Поэтому я не пропускаю никаких дискуссий. Вот сейчас работает летучий университет, прекрасно, я хожу на летучий университет. Вела какие-то дискуссии Шпарага, кстати, очень слабо вела. Вот. Ну, я хожу на дискуссии Шпарага. А почему вы решили, что здесь будет дискуссия сейчас? Ну, потому что любая учеба, любое усвоение знаний, любое, значит, научное, как бы, собеседование, лекции и так далее, она наиболее эффективна, когда применяется дискуссионный метод. Нет, я понимаю, почему вы решили, что именно здесь сейчас будет там дискуссия, там, и не просто лекция, либо еще что-то. Ну, я не знаю, я посмотрю, если мне это не надо, я уйду. Тем более я в этот раз зарегистрировался, меня отметили, что я зарегистрировался. Ну, подумаешь, там какие-то упражнения, если мне эти упражнения не нужны, если мне станет скучно, я поднимусь и уйду. В действительности, в таком случае, просто стараются сохранить ваше время. Да нет, мне совершенно не жалко времени Кривицкого, да? Он сам распоряжается своим временем, Да, правильно. и достаточно взрослый человек, чтобы свое время как-то планировать. В данном случае речь о том, что он распоряжается моим временем. Владимир, я не понимаю, в чем причина этой закрытости, зачем она? Мы же, Ну, я вроде объяснил, я сейчас не мы же могу стараемся найти. создать открытое общество, а не закрытое какое-то схоластику, какое-то школярство. Правильно я говорю? Понимаете, вот в закрытом обществе есть, например, туалет, есть бани. Они вроде тоже публичные места, но там люди как-то делятся. Вот одним в одни места в комнаты можно ходить, другим нельзя. Мальчики налево, девочки направо, как бы, да. В данном случае в рамках школы, одной из школ, да, вот мы пытаемся задать дисциплинированное прохождение этой школы людям, которым надо как бы поупражняться. В прошлом году, заканчивая эту школу,
мы поняли, что упражнений людям недостаточно. А надо упражняться в простейших каких-то вещах. Когда вы приходите, скажем, на спектакль, театр, да, вы наблюдаете спектакль. Но вот на репетицию без приглашения вас могут не пустить. Здесь будет репетиционная работа. Ладно, поеду в библиотеку. Ну вот давайте следить за расписанием. У нас масса открытых мероприятий в летучем университете. Масса. Я чувствую себя страшно неловко, вот объясняя, как мне кажется, элементарные вещи. До свидания. Всего доброго. Где Водолажская? Просто не ставить у расклада. Слушай, я уже тоже начинаю об этом думать. Что надо расписание школы просто изымать из общего расписания. Например, пользуются ученики особо для Наверное, это же не возможно, понимаешь? Люди вообще не ориентируются куда-нибудь, зачем. Я думаю, написать, что висит, и все равно Если написать для всех, это очень Начинаем. Ты думаешь, вот с этим составом можно начинать? У нас много отсутствующих. Хорошо, давай начнем с того, что ты объяснишь задумку этого метапредметного спецкурса. У меня было на сегодня три таких этих темы. Одна маленькая, это... да. Одна маленькая, это, собственно, как в этом году будет строиться что-то. Потом про это метапредметный курс, про спецкурс. И потом я бы хотела, чтобы у нас осталось достаточно много времени, чтобы мы обсудили университетский семинар и то, что наша школа будет на нем делать. Тем более, что, в общем, судя по всему, нам придется быть первыми, а это через 2 недели. Это 2 ноября. Через следующий вторник. По поводу того, как будет школа строиться в этом году. То есть у нас будет три формата по-прежнему. Да? Первый – это методологический семинар, который у нас фактически теперь каждую неделю, и в рамках которого каждый из школьников, у каждого из школьников есть тема, а у кого нет темы, он через некоторое время определится. И в рамках работы над этой темой делаются доклады. Вот Маскевич сказал, что надо хотя бы 1 раз, но я думаю, что особенно тем, кто уже пробовал, надо стремиться хотя бы раза 2 выйти на методологический семинар, чтобы обсудить то, куда вы двигаетесь. Это первый формат. Это каждый четверг в 18:30. Но там не будет специально выделенного времени, то есть вы просто, и методологический семинар это обязательно, вы ходите на все семинары и встраиваетесь в программу семинара когда готовы, лучше раньше, чем позже. Второе – это спецкурс. Вот в прошлом году мы пытались это делать как введение в культурную политику и методологию. Немного повводили, и в этом году, размышляя над тем, что за специализированные знания и подходы нужны вам, мы подумали про такой спецкурс, который мы назвали метапредметы, введение, которое организует сейчас Владимир Владимирович.
Он будет состоять из 3 частей последовательно, и это будет 3, ну, мы попробуем предложить вам таких 3 метапредмета. Это знак, задача и проблема. Сейчас объясним. И это будет по вторникам через неделю. Ну, то есть через 2 недели. Через неделю, через 2 недели. Каждый второй вторник. Знак задачи. Проблема. Ну, там, наверное, у нас только 1 раз собьется, это вот с университетским, а потом там все выровняется. Ну, в общем, следим за расписанием. Это будет по вторникам. И у нас остаются клубные чтения. Оксана там сегодня написала, я не знаю, все ли успели посмотреть. Я только мама написала. А, ты только нам написала? Да, я А. написала, Ясно. если получить какую-нибудь реакцию. Ага, я поняла, что ты всем написала. Ну, я предлагаю собраться в пятницу, которая будет 28-го, если не ошибаюсь. В общем, мы думаем, что в этом году мы чтение сделаем раз в месяц. Такой более редкий клуб, но зато книжки возьмем покруче, посерьезнее и потолще, чтобы можно было успеть почитать. Я предлагаю сделать это последнюю пятницу месяца, и в последнюю пятницу этого месяца собраться на такую, как-то установочную. То есть обсудить список книжек, которые я вам предлагаю, и формат чтения, обсуждения, будем ли мы в таком же вольном режиме это делать, как в прошлом году, или что-нибудь поменяем, и так далее, и тому подобное. То есть вот в эту пятницу, которая 28-го, если не ошибаюсь. Нет, это не эта пятница. Это пятница, 21-я, следующая пятница. Ну, в эту пятницу у нас праздник домика, поэтому у нас этой пятницы уже нет. Соответственно, в следующую пятницу, 28-го, мы тогда собираемся на такую установочную. Установочный групп. Вот. Это по поводу плана. Что вы хотели, чтобы я про задумку спецкурса сказала? Ну, его как бы место в общей школе. Ну, мне, в общем, кажется, что там место его очевидно, то есть это, наверное, самая дидактическая часть в школе, да, то есть имеется в виду, что на семинарах вы пытаетесь уже работать в реальном режиме, а все-таки это какая-то попытка передать, если не знания, то инструменты для работы. Но поскольку, в общем, никаких дисциплин, предметностей и так далее у нас нету, то мы обратились вот к этой идее наука, метапредметов, то есть предметов, которые строятся как то, что собирает определенный способ организации мысли, да, с какими-то там явлениями реальности. Вот. Ну и взяли эти 3. То есть мы, в общем, поскольку это первый раз, я думаю, что мы так примерно прикинули, что вот Владимир Владимирович, Андрей и я попробуем каждый раскрыть по метапредмету, а там дальше посмотрим, может быть, нам надо будет углубиться в что-то. Но смысл в том, чтобы предложить вам эти инструменты работы с знаками, с теоретической системой, с задачами и с проблемами. И немножко потренироваться и понять, как это работает в решении определенных проблем, с которыми вы собираетесь работать, с которыми вы работаете. Еще. Я не знаю, что еще. А будет ли такое место, оно периодически появлялось в прошлом году, такое место рефлексии, траекторий и такое. Слушай, я думаю, у меня есть 2 варианта. Мне кажется, что это зависит от вашего выбора. Да? То есть я хотела сказать, что в принципе, поскольку темы более или менее определены, и вы там какую-то самостоятельную работу делаете, то понятно, что индивидуальные консультации всегда да. То есть вы обращаетесь, и мы с ними работаем. Если имеет смысл вот эти какие-то коллективные, кроме методологического семинара, где вы что-то выносите и скорее выносите уже результаты этой траектории, то есть то, что вы наработали. Если ты считаешь, или вы считаете вместе, что имеет смысл обсуждать траектории вместе, собравшись, да, так, чтобы друг друга слышать, наверное, мы могли бы, в общем, в таком режиме уже, не знаю, раз в месяц запланировать какой-то второй клуб рефлексивный. Смотрите, первый вброс про траектории
личные, образовательные и про свое движение мы как бы делали, да? Повторять первый шаг вряд ли стоит. Но дальше появляются формы, в котором как бы вот это может иметь продолжение. Как мне кажется, вот эта подготовка к вынесению на общеуниверситетский семинар мероприятия, ивента нашей школы, да, это собирает в себе определенным образом и личные траектории. Раз. Второе. Предложение сделать методологический семинар таким учебным, ну как бы квазиучебным, насколько методологический семинар вообще приспособлен для того, чтобы быть учебным. Да? Доклады – это вынесение уже как бы мыслительной составляющей личных траекторий, да, на всеобщее обозрение, обсуждение. Ну, тут только В этом вопрос, смысле это превращенные формы. Превращенные, да. Ну, то есть, наверное, Иван говорит скорее про какую-то непревращенную форму именно рефлексивного отношения, там, куда продвинулись, чего продвинулись. Ну, то есть... Более свободный формат, ну вот как бы как предложение как клубное, мне кажется, более подходит, ну, без таких жестких рамок, которые налагает методологический семинар, ну, за там, высказывание. Да, я согласен, Я думаю, что что клубная это, да. форма – это лучший способ как бы вот получить обратную связь на вот эти вот траектории, как бы, да. Но тогда, а клубная форма, она предполагает, как и все любые формы, да, некую организацию. Как мне кажется, что возможность для клубов мы можем предложить или сделать, да, но дальше клуб живет в самоорганизации. Вот когда-то наши эти самые пивопития для некоторой части первого там состава ГТ-2, ну, они были... Первого состава ГТ-2 это хорошо звучит. Они были оптимальной формой клуба, да. Сейчас у нас как бы другая публика, другие поколенческие какие-то штуки, другие вкусы и представления. Пиво, другие сорта. Другие сорта пива наконец появились в стране. Поэтому вот давайте, я не могу, например, организовать такой клуб, Иван. Но тут еще есть, ну, опять же, вот эта старая форма, про которую вы вспомнили, по отношению к которой просто можно попытаться ее восстановить. Да? Раньше всегда у методологического семинара фактически было две части. Да? То есть, собственно, сам семинар, и потом вот эта вторая часть, там, неважно, пиво там или это без пива, ну, то есть, она, в общем, входила в практически обязательную часть, и это тогда уже рефлексивное отношение к тому, что произошло, ну и вот эта свободная форма. И ее можно попробовать, собственно, достаточно так, организационно закладывать, да? Имея в виду, что мы не просто разбегаемся, а остаемся специально. Когда-то в этом семинаре Бабковско-Абушенковском там вообще было жестко три части. Да? Там доклад, обсуждение, и третья тоже обязательная часть клубная. Да? Можно пойти таким путем, потому что я тоже понимаю, что, знаешь, как отдельно собраться, да, это нужно, все равно нужно тогда что-то организовать. В смысле, должен быть какой-то вброс там или еще что-то, а с этим, сложнее. Поэтому мне кажется, что если бы у нас получилось методологический семинар, добавить ему эту, вторую часть, почти как обязательно. Это было бы, наверное, лучшим выходом, хотя, можно и отдельно. Потом клубы, они же не обязательно бывают регулярными. То есть там какие-то походы байдарочные, там или еще что-нибудь, да, и регулярные, да, какие-то встречи там и прочее. В этом смысле когда-то у нас была более бурная клубная жизнь, там, которая включала в себя, например, там, субботники, да, когда нам надо было всякий домик там поддерживать в порядке, и собирались, налетали, что-то делали. Но сейчас даже субботники и то приобретают несколько такую унылую форму. Николай был, например, на последнем субботнике, да? Кому-то на субботник, наверное, лень приходить. Поэтому
Я не знаю, вот кто возьмется клуб организовывать. Вообще должна быть самоорганизация. Вы пытались когда-то, Иван, да, делать те же самые летучие студенты там и прочее. И продолжаем пытаться. Просто там другой состав, то есть не магистры. Ну, вот та группа, которая Ну, я понимаю, но клуб, он только отчасти пересекается с... Не, ну я думаю, что у Ивана скорее, ну, как бы задача не клубная, а задача рефлексии траектории. Именно, А да. форма клубная, поэтому, ну, вот. Ну, я как бы посыл понял, тогда я могу подумать сам, ну, то есть и попробовать вот это что-то организовать такое. Если будет у кого-то, ну, поскольку это я выступил, как мне важное место, чтобы там порефлексировать свою траекторию. Если другие такие найдутся, то как-то соорганизуемся. Ну, если нет, то что-то придумать. Индивидуальный проект. Да. Само. У этого человека тоже клуб. Конечно. Уже куча. Лучший клуб. Ну что, разобрались пока, да? Тогда давайте к метапредметам. Можна тут ще два питання є. Мгм. Ось, перше, зв'язано з тим, що як раніше казали, може на літній школі ці раніше, що наступна конференція зимняя, и она будет там по гуманитарным технологиям. Ну, это мы, да, была такая идея. Ну, это еще там, не... Ну, пока не докладно визначено, но, в принципе, цілком можливо. Ага. Ну, ясно. Ну, тобто, коли там ничего нема пока что, то ладно, просто думал, что коли есть, то это могло как-то устроиться к самого всего этого. Ну, а что? Ну, мы пока лишь Не планировали. начинали организовывать зимнюю конференцию. На жаль. Ну, Это первое было питание. Мгм. А другое это про, ну, про школу, да, то у нас как бы долучились новые деятельности, мы чим ученики учатся, как бы вот як з гэтым вообще бить, чтобы у нас такая была в некотором смысле интимная атмосфера и это Ну, у нас долучился Сергей, это один фактично человек, який, ну, якби фактично новий. Це він тим годом подавався, не дійшов, ну, будемо спробувати догнати нас. Всі останні, вони, там ще два чоловіки були запрошені наприкінці минулого року, це Настя і Сергій Козловський. Я так думаю, Сергій не дойде до нас, глядячи на його командировки. Ну, а Настя, в принципе, уже так больше-меньше была включена. Все, у нас. Тут некая там презентация задачи, те еще не надо, мы готовим какой что походу себе у нового будильника. Я думаю, что новые будильники будут просто походу. Я все просмотрел полностью. Конспект. Разрешаю. Два раза. Два раза, да. А, я еще забыла сказать про это, ну, если вы помните, у нас была конструкция такая, да, у нас есть спецкурсы, есть методологические семинары, есть общеуниверситетские курсы, которые, ну, как бы в качестве обязательных, да, ну, обязательных и желательных. Вот, ну, мы обсуждали, что в качестве обязательных мы вам предлагали введение философии Мацкевича, и во втором семестре это правила аналитики, то, что мы будем делать с Андреем Егоровым, я и Кацук, возможно, это будет по исследованиям и, ну, работе с, ну, анализом данных. Это как обязательно, то есть, ну, фактически по одному курсу на семестр. Ну, а как избирательные, понятно, вы можете из всех остальных выбирать, но вот тут уже, наверное, зависит от того, что вам там интересно, из всего остального. Читать вы умеете, все знаете. Что? Вопрос кончился? Хорошо. Хорошо. Тогда переходим к метапредмету. Значит,
Вот откуда бралась вообще сама идея метапредметов? Она бралась из анализа, рефлексии и критики того, что называется учебным предметом. Вот в системе образования содержание образования строится предметно. Да, все мы получали какие-то знания, получали образование, изучая предметы. Да? Ходили на уроки математики, русского языка, белорусского языка, немецкого или английского, физика, химия и так далее. Да? И мир, который формирует такого рода образование, через такого рода содержание образования, он организован предметно. И предметность делит, ну или там задает структуру мира или структуру природы. А то, что не входит в природу, тоже так или иначе понимается или формулируется как предмет. Как предмет, и ему пытаются придать некую там предметную форму. Ну, например, скажем, когда в Советском Союзе было осознанно, что дети плохо готовы к семейной жизни, растет там количество разводов и так далее, был введен предмет в школу. Что там? Психология, этика и психология семейной жизни, например. Понимаете, но вот какие-то такие навыки, такое как бы организация сознания, связанная с недостатками чего бы то ни было, она, в общем, в предмет не оформляется. Более того, скажем, некоторые предметы являются только квазипредметами. Ну, скажем, что такое обществоведение? Ну, определенное образование по обществу. Ну, вот у вас в школах было обществоведение? Во всем. Да? У меня был человек природа общества. Да, Ну, чуть-чуть. примерно. Да. Они как-то могут вот, да, Меня. называться по-разному. У нас было обществоведение. А вот был такой урок, в котором физика, химия, география, биология и все вместе. В 4 классе у нас преподавался. Назывался природоведение. Я не знаю, сейчас существуют такие уже. По-моему, да. Что-то Перед тем, как начинается физика, Да. Ну что такое природоведение? ну, по природе. Ну, что тут непонятно? Ну, мир вокруг природный и человеческий. Хорошо. А что должно сформироваться у людей вот в качестве знания? Это метапредмет, да. М? Метапредмет. Да? Ты думаешь? Природоведение, конечно. А ты помнишь его в школе? Я вообще ничего не помню. Поэтому он и метапредмет. Да. Он формирует Он сформировался, а сел И сидит. Он квазипредмет. А фокус состоит еще в следующем. Причем у нас знак, задачи, проблема. Да, и там. Общество, природа, человек. Дело в том, что учебные предметы в школе, они как бы апеллируют к научным предметам. Учебный предмет и научный предмет не совпадают между собой. Ну, например, есть такой научный предмет – механика. Механика проходится в школе в предмете физики. Ну, а если бы мы замкнулись на начальной школе, ну, было бы там обязательное начальное образование и все, да, то дети бы заканчивали школу, изучив предмет природоведения. Вот предмет природоведения соответствует как бы научному предмету естествознания, Naturwissenschaft. Ну, это не предмет, это Wissenschaft. Подожди, вот когда-то он был предмет. Ну. Да? И в этом смысле дети в 4 классе получают представление о предмете на уровне архаики примерно там 400-летней давности. Где-нибудь с начала
18, а то и 17 век. Повторяет эволюцию знания, развитие знаний человеческого. Он Нормально. Выполняют, Четвёртому классу, да. выполняют биогенетический Четвёртому классу закон. дошли Да? до 16 века. Да, там, наверное, до 21-го. Но, тем не менее, когда, значит, образование пытается повторить генезис, историю науки, ну, сколько у нас образование, в общем-то, оно сциентистское, научное образование. И вот мы проходим вместе там с другими детьми, класс за классом, потом в вузе курс за курсом, повторяем как бы историю появления знаний, оформленных вот в эту структуру научных предметов, пытаясь подогнать под научные предметы, ну, вот эти вот учебные предметы. Да? Иногда лучше удается подогнать, иногда хуже, как с обществоведением, например. Потому что те, кто изучают обществоведение, не получают представления о социологии, там, психологии, политологии, хрен знает о чем. Они о мире получают. Точно. Конечно, они. Я Почти помню. как природным, я тоже помню. Партии, Государство. общество, государство, Там еще очень ясно написано. выбор, демократия. Отлично. А вот смотрите, что такое учебный предмет вы себе представляете, да, тогда? Учебный предмет – это то, что совпадает с названием в расписании и книжкой, которая так всякий раз называется. Да? Природоведение или органическая химия. Да? Вот там, где совпадают название учебника и урока в расписании, значит, мы имеем дело с учебным предметом. Что такое научный предмет? Что такое предмет? Это и, ну, типа, объем веду, нечто большее. Ну, вот смотрите. В научном нет. В научном нет. Какой фломастер посоветуете взять? Синенький. Хотя все время будете консультироваться. Он все время будет брать красный все равно. Самая простая форма предмета. Это объектно-онтологическое описание части мира. Плюс организационно-деятельностное сопровождение того, как это описание получено, да? И б, с чем это едят, что с этим делают. Поэтому, когда вы приходите на урок, я вам рассказываю, мы сегодня начинаем изучать с вами химию. Дети, естественно, говорят: о, мы знаем, есть такой знак химия, да? В туалете стоят коробочки всякие, мама точно говорит, это химия. Или в Макдональдс идем, мама говорит, нельзя. Почему? Потому что это химия. Да? Слово мы знаем такое. А что такое химия, что мы изучать будем? И им учитель рассказывает. Химия – это вот про это. Да? И мы с этим будем с вами что-нибудь там в пробирках, колбочках смешивать, взрывать. Дети говорят: а вот как интересно. Их интересует и эта часть, как бы, да. И они начинают как бы знакомиться с химией. Это самое простое представление предмета. А есть еще дополнительные всякие штуки. Я их могу рисовать, добавляя какие-то плоскости к схеме, но лучше я обозначу это как социальная организация, связанная с такой картиной мира, как химия, да, с разного рода экономическими формами монетизации, капитализации там, и прочего, того, что в химии есть, да, инженерия и так далее. И вот все вот эти вот штуки, они входят, собственно, уже в то, что мы называем научным предметом. Поэтому, когда вам в химии, например,
расписывают схему производства легированной стали, металлургического производства, то там вам не рассказывают про экономику, про стоимость, затраты трудовые, продажную стоимость, финансовые схемы, с помощью которых такое огромное производство может строиться. Но если вы поступаете на инженерный факультет, металлургический, да, вы опять изучаете химию, но здесь к вам добавляют еще экономические, инженерные и прочие знания. И все это входит вот в научный предмет. Ну, отлично. И научный предмет, с одной стороны, это картина мира. Ну, то есть, вот, если химию, физику, биологию, географию объединить в один предмет, мы получаем природоведение. И природа – это название, имя для предмета. Есть такая штука, которую можно показать пальцем. Вот природа. Есть книжка, в которой об этой природе написано. Да, и есть целый ряд всякого рода социальных и прочих сопроводительных каких-то инструментов вокруг этого навороченных. Отлично. Но если в природоведение входит, например, география, то география про что? Ну, она как бы про Землю, да? Про планету. Отдельно взятую планету. Ну, сверху. Ну, без вниз. Почему? А там геология. А разведчик недр. Там геология. А геология, как в школе, такой предмет не проходится. Ну, отлично. Значит, он упакован в эту самую географию. Потому что в географии вам еще показывают сферы, в которых там Земля. На этом особо не зацикливаются, но тем не менее. Отлично. Есть такой предмет география, но уже теперь название география и предмет, на который можно ткнуть пальцем или посмотреть сверху, не совпадают между собой. Да? Планета Земля – это планета Земля, а география – это география. А тогда спрашивается, когда мы говорим предмет, то предметом является сама Земля или набор знаний про Землю в предмете географии? Ну, в учебном или в научном предмете географии. А в общем и то, и другое. Поэтому мы говорим, вот стул – это что? Точно предмет? Это приспособление, чтобы сидеть. Часть Ну, интерьера. а ты можешь назвать вот эту же штуку не предметом, а объектом? Ну, да, почему? А в чем разница? Предмет более узко, объект люди, а предмет отношений между людьми. Разница, куда я помещаю его в своем размышлении. В одном случае я его рассматриваю как объект, в другом как предмет. Вот я, отвечая на вопрос Евгена, да, нарисовал вам предмет. Вот это научный предмет. Если вы хотите подробнее, я не помню, ты в книжках рылась, педагогика и логика, тебе попадалась книжка? Нет. Сперли, значит? Нет, вот там считалось, там не педагогика и логика, там просто избранные предметы. Ну там, в принципе, на трудах я не помню, что там где. Но была такая книжечка, и у нас было несколько экземпляров, но все порастащили, значит, надо скачивать из интернета. Книжечка «Педагогика и логика», и там 4 автора, 4 куска, но, в общем, в первой части ГП очень подробно разбирает, что такое предмет, научный предмет, вот, в психологии. Психология на этом зациклена очень сильно. Но в науке, да? И вот я нарисовал упрощенное представление сейчас, а там более развернутое, и с этим можно познакомиться, углубляться. Но, когда мы говорим предмет,
особенно научный предмет. Учебный предмет, как бы это отдельно. Научный предмет, мы вспоминаем многие, да, что писали дипломы и диссертации. Объект. И там требуют от молодых ученых задать объект и предмет своего исследования. Помните, что это такое? Ну, то, что там требует, помню. Но там ведь не такое представление. А там как? Ну, там, просто я помню, что когда мы проходили, то книжка была, в принципе, написана правильно на самом деле. А, в общем, когда уж требовали, там было примерно так. Объект это большой, а предмет это просто выделенный участочек из того большого. А правильно как? Вот, типа того. Типа того, да. С подходом. Ну давайте Это тогда объект неправильно. взятый в Неправильно из методички по написанию диссертации. Да? Я по-своему, конечно, буду это рассказывать, так как у методологов принято. У методологов принято в схеме конфигуратора выделять объект или вещь в себе. Некую, да? Тут есть какая-то штука. Мы к этому объекту или к этой херне, названием «вещь в себе», да, подходим с какой-то позиции и наблюдаем его. И, соответственно, наблюдение каждый раз с разных позиций дает нам некую сторону. Сторону этого объекта. И вот то, что видно с некой позиции, грубо говоря, в разных методичках по написанию диссертаций, принято называть предметом. Согласны? Методичка, да. Методичка, да. Ну такая чуть-чуть. Не, просто потом, когда начинается обсуждение диссертации, и тебе говорят, что ты тут написал хрень какую-то? Объектом является белорусское общество, а предметом женщины в этом белорусском обществе. И вот так, серьезно, вам смешно. Так оно и есть. Ну вообще-то это так. Ну, Это так. Другое дело, что, понимаешь, когда вас учат научным предметам, вот, ну, как бы нормально построенным в виде учебных предметов, да, то учат натуралистически, да, овеществленным каким-то штукам. Ну, например, когда вам говорят, начиная там с каких-то таких метапозиций, да, что материя первична, а сознание вторично. Да? Соответственно, что означает вот это высказывание для людей, которые учатся в школе и только-только набираются уму-разуму? битье выделяет сознание. Они понимают, что материя – это то, что действительно существует, а сознание – это некая дурь такая, как бы, да? Оно отражает то, что существует. И потом говорят, да, соответственно, бытие определяет сознание, то есть материя определяет то, что отражается. А все остальное, оно как бы не существует. Ну а дальше, поскольку как бы существует, то, что существует, есть материя, то материю всякий раз можно расчленить на видимые же куски. Ну, например, общество на мужчин и женщин. Ну, поскольку все общество очень трудно изучать, ну, берем часть. Женщина нам дороже, будем изучать женщин. При этом женщина, она сама предмет или объект? Вот по науке. Страшно изучать. Ну, давайте от женщин вернемся назад. Владимир Владимирович, вы не разгоняйтесь. Вернемся назад. Нам еще один До вопрос надо метапредметов обсудить. Дойти до метапредметов и обсудить еще один вопрос. То я знаю, как женщины мы сразу. Давайте возьмем. Как объект, потом как предмет. Ладно, тогда не буду. Там еще есть несколько разных представлений о предмете.
Ну, хрен с ними. Вот теперь смотрите, какая штука. Когда мы говорим, весь мир есть природа, да, и в этом смысле природа является, главным объектом, и, собственно, природа предметизирует, то есть включает в себя организационно-деятельностные схемы или методы познания этой природы. Вот это и есть природоведение, такой предмет, научный предмет. И все научные предметы строятся, исходя из того, что природа – это весь мир. Усекли, да? Теперь приходят методологи и говорят, мир – это не природа. Мир – это деятельность. А природа входит в деятельность как материал, преобразуемый в продукт. Помните такое, фигню из того, что мы учили с вами про методологию? Да? А теперь смотрите, если вся структура науки построена предметно, да, и она исходит из того, как устроена природа, то есть главный объект на объектно-онтологической доске, то если мы теперь вынимаем природу с объектно-онтологической доски и кладем туда деятельность, то есть исключили главный компонент или элемент всей системы, то вся предметная структура рушится. Это понятно? Что значит рушится? Старая Старая рушится. рушится, но как предметность может... Подождите, а какая новая? Если мы кладем на онтологическую доску деятельность, то надо выстраивать новые предметы. Ну, отлично, вот смотрите. Имелась у нас структура науки. Да? Или структура наук. А что такое структура наук? В начальной школе, которую закладывал Ян Амос Каменский, а это входит в предмет, да? Это еще дидактика тут. В этой инфраструктуре предметной, да? Он, как бы, содержание образования для классной урочной системы, для всей этой самой школы, да? Классной урочной системы и школы по Каменскому построен. Он задавал тоже в своей книжке, в учебнике, которая называлась «Открытая дверь языков и всех наук». Давайте прочтем название этой книги. Книга про все. Всех наук, языков и всех наук. Зацепляет в этом месте то, что не является природой как таковой. Природа – это совокупность всех наук, да? А языки – это как бы деятельностная составляющая к этому. Да? Отлично. А вы вообще про Каменского слышали что-нибудь? А чем по жизни занимался Каменский, кроме того, что читал проповеди и строил дидактику и классную урочную систему? Помните, о чем мечтал Ян Амос Каменский? Как называлась книжка? Что это такое? Да? Что прощай? Она называлась «Пан София». Пан София. Пан София – это книга «Пан». Все, да, София – мудрость. То есть вся как бы мудрость заключалась в знании природы. Да? Она должна была собрана быть в эту Пан Софию. Каменский не написал Пан Софию, а кто написал? Ну, был такой придурок во Франции, Денис Дидерот. Энциклопедию? Да. Да. Конечным воплощением идеи Пан Софии через 200 лет, ну, чуть меньше, 100 с небольшим, после замысла Розенкрейцеров и Каменского, взялся делать Дени Дидро с Деламбером.
энциклопедию. То есть они делали вот это вот собрание всех знаний о природе. Соответственно, энциклопедия должна была быть организована предметно. Примерно в то же время, чуть раньше, чем этот самый Дени Дидро задумал эту авантюру с энциклопедией, куда собрать все знания об... Ну, то есть построить большой-большой предмет обо всем. Немножко незадолго до этого Христиан Вольф в Йенском университете решил упорядочить, примерно как Водолажская. Христиан Вольф – это Водолажская XVIII века. Решил упорядочить образование в университете. И в отличие от прошлого университетского построения, когда учили у студентов с кафедры, есть профессор, у него есть кафедра, на кафедре лежит несколько книжек, да, и, соответственно, кафедра задавала содержание образования. А Христиан Вольф задумал, опять же, подогнать под такую витающую идею пансофии и энциклопедии образование в университете и стал создавать кафедры по предметам. То есть не придумывать, чему учить студентов при наличии профессора. В первичном средневековом университете был профессор. Ну, типа как у нас, мы тоже с этого начинаем. И он что хочет, то читает. Соответственно, то, что он читает, является курсом, и этот курс, ну, грубо говоря, и составляет содержание образования. Да? Но это если не считать 7 свободных искусств, которые преподавались там, начиная с VI века. Соответственно, Христиан Вольф говорит, нет, надо поступать не так. Не подгонять содержание образования под наличие профессора, а нанимать профессора под вакансию, которая задана чем-то другим. Чем? Сейчас скажу чем. Вот кто знает ослабленный вариант энциклопедии, что такое? Словарь. Да. Это словарь. Философский, энциклопедический или толковый словарь. Одним из первых составителей словарей в Европе был такой забавный человек в XVI веке, Гаклениус. Не помню, как его звали. И вот Гаклениус, составляя свой словарь философских терминов, придумывал кучу разных слов новых. Именно к Гаклениусу восходят такие слова, как психология, там, химия, по-моему, еще что такое. Да? Он придумал эти слова для того, чтобы записать в философский словарь, ну, хотя бы определение. Христиан Вольф пошел дальше Гаклениуса и говорит, о, отлично, так вот эти вот названия для членения природы, да, мы сделаем дисциплинами или предметами, они будут задавать содержание образования, и под них мы будем нанимать профессоров. Не так, что нашелся умный человек, его Водолажская приглашает к себе и говорит, ну, показывай, хвастайся, чем можешь. А мы свистнем, и кто-то придет, тебя послушать. Нет, говорит Христиан Вольф, ну и Водолажская на 6-м году летучего университета. Нет, она говорит, у нас будет вот такой спецкурс. Кто его будет читать? Кто может читать спецкурс? Так и Христиан Вольф задавал свой университет. И вот так вот все развивалось. Вот природу. Вынули природу. Все рассыпалось. Все рассыпалось. Причем, на самом деле, природу оттуда вынули не методологи. Методологи проделали просто весьма специфическую онтологическую работу. А то, что все рассыпалось, поняли еще современники Джона Дьюи в конце XIX века, когда пытались организовать новый университет в Америке, который сейчас известен как Чикагский университет. И тогда Джону Дьюи пришлось продумывать все содержание образования заново. И он, отменив предметы, заменил его проектом.
Но у него было проектное обучение. Ну а методологи, которые, в общем, достаточно радикально убрали оттуда природу, положили туда деятельность, говорит, а что с предметами-то делать? Мы всю жизнь привыкли учить детей, студентов и сами работать предметно. И тут возникает идея, раз методология, то и метапредметы должны быть. То есть учить не частям природы, да? Ну, например, астрономия. Она про что? Про космос. Да? Про весь космос. Если нам лень изучать весь космос, нам достаточно одной планеты в этом космосе. Чего мы будем изучать? Правильно, географию. Ну и так далее. Да? И так вот как бы членилось это все. А если мир это не природа, а деятельность, то как нам чему учить, собственно? Как нам организовать обучение? Ну и тут в качестве материала подсказочного появляются странные люди, которым не имется, и они, в общем, продолжают гиблое дело Гаклениуса и Вольфа. Они придумывают новые предметы, но очень странные предметы. Например, Николай Гартман в конце XIX века, будучи современником Рассела и Уайтхеда, наблюдает, как Рассел и Уайтхед расправились с древнегреческими апориями. Говорит, о, смотрите, какая интересная штука. Греческие апории, как проблемы, да, двигали человеческую мысль на протяжении более чем 2000 лет. Значит, проблемы, ну или апории, полезная вещь. И понадобилось 2000 лет развития человеческой мысли, чтобы Рассел с Уайтхедом построили, ну, как бы свою математическую логику, да, которая разрешает древнегреческие апории. Поэтому, говорит Николай Гартман, наверное, было бы неплохо, если бы в рамках философии существовала отдельная особая дисциплина апоретика. Апоретика от слова апория. А что является тем, что изучает апоретика? Проблема. Ну и вот методологи наткнулись на эту фигню и говорят, ага, если нам нужно не просто изучать мир, который есть деятельность плюс мышление, то тогда, соответственно, надо и изучать структуру деятельности. Ну а что в деятельность входит? В деятельность входят проекты, программы, планы. Там же как бы мы можем представлять деятельность как труд, там, или еще что-нибудь такое и так далее. Ну отлично, с деятельностью более-менее понятно, и тут как бы к этому времени в рамках Львовско-Варшавской школы логики, точнее в ее остатках, появляется Катарбинский, который придумывает некую дисциплину про деятельность. Вот вы можете посмотреть его книжку «Трактат о хорошей работе», она называется. Это одна из первых книг по праксиологии. Праксиология, подходящая к деятельности, соответственно, как бы. Ну и тогда можно учить проектированию, программированию, планированию. Но это затрагивает деятельность. А мышление? На чем базируется мышление? Ну и здесь одна из первых психологических школ, всерьез взявшаяся за изучение мышления, это Вюрцбургская школа, предлагает
ну, опять же, о чем? О чем эта вся херня, которая называется психологией мышления. И вот этот вот поиск того, о чем это, у Вюрбургской школе породил несколько номинаций. Номинаций того, чем они занимаются. Одна из номинаций, например, звучала, заимствована была у Мюллера, физиолога, и называлась «Установка». Вот установка, как бы, и там по поводу установки там возникла целая школа установки, например, у ЗНАЦа в Тбилиси там, и так далее. Да? Этот самый Карл Бюллер называл это детерминирующей, Карл Бюллер, Нарцисс называл это детерминирующей тенденцией. Ну и был такой молодой выскочка, который сказал, что единицей мышления является такая штука, как задача. И тогда, понимаете, детей и студентов надо учить задачам. Ну как задачам учить? А вот так. А вы сейчас не расскажете все. А? Все не рассказать? Все-таки я... Да? Смотрите. Еще раз упрощенное представление об предмете. Да? У нас есть объектно-онтологическая доска, куда можно положить природу и какую-нибудь часть природы. Я в старой парадигме еще, да? Какую-нибудь часть природы. Ну, например, не космос, а планету. Да? Не планету, а животное на этой планете. И не просто животное, а его анатомическое строение. И мы получаем здесь предмет анатомия. Да? Например. Ну, отлично. А если теперь мы заменяем природу на деятельность, да, и мышление, что мы сюда положим в качестве части? Ну, предположим, мы положим сюда задачу. Если следовать за нарциссом, за этим самым, за Латом, задача. Я понятное рассуждение произвел, да? У меня вопрос, почему? Сейчас, Николай. А как задачу изучать онтологически? Это я задал вопрос, теперь твой. Ну, у меня здесь почему мы кладем, ну, тоже деятельность, почему мы ее рассматриваем именно на объект онтологической доски? Да, мы можем туда положить, почему там в контексте даже природы, и когда у нас природа, мы не изучаем взаимодействие на доске. Почему изучаем? Почему не изучаем? Изучаем. Но только, понимаешь, какая штука? Вот. Задача не туда. А? Задача не туда. Смотрите, Это отдельно. Задачи ведь изучаются в традиционной школе, до всяких методологов тоже, да? Но задача для традиционной школы, гимназии, школы Каменского, советской школы никогда не имеет онтологического статуса. Что такое задача? Чтобы рассказать, что такое задача, надо поставить задачу. Условия задачи задать, то есть задача это всегда про что-то. Да? И тогда сама задача лежит на оргдеятельностной доске, а никак не на онтологической. А я теперь проделываю вот эту процедуру. Я говорю, так, давайте представим себе, или не представим себе, а следуя логике методологов, для которых мир – это мышление и деятельность, да, закономерным образом, после того, как в Вюрбургской школе это возникло, мы сюда кладем задачу. Как вещь, как предмет. Но тогда, если задача лежит там как предмет, то про что она? Про пифагоровы штаны, например, или про то, как в Минске найти хороший табак для кальяна. И то, и другое задача. Ну, смотрите, а как можно объединить вот эти задачи? Да. У каждой задачи есть условия, решения, ответ. И Короче, список проверки. нужно структуру задачи восстановить, да? Каким-то образом. Но теперь мы понимаем, что и на оргдеятельностной доске тогда будет не сама задача, которую мы уже переместили в картине мира
натуралистическая, она была на оргдеятельностной доске. Мы теперь ее переместили на онтологическую доску, то теперь пустой оказывается оргдеятельностная доска. А что там? Постановки задачи и решения. Ну, то есть, по крайней мере, в этом месте, да, как бы мы имеем дело с неким метапредметом, по-иному организованным. Понятно, да? Почему он мета? Ну, потому что он не предмет. А мета, И на предмет. а? И на предмет, короче. По отношению к Он берется, в первую очередь, приставка берется из самой методологии. Слово методология слышишь? То есть Там мета, мета. в смысле, это метод? Или метод, потому что Мета, это над. я бы сказала, Сейчас, что над. подождите. То есть над А разными методология, природами. она вроде как бы там мета, это не в смысле над. Там О, а там А. Именно. А у нас нету? Ну, Это неожиданно. вот если мы подставим туда А, что будет? Ну, будет над предмет. Над предмет. Почему над? Обществоведение. Почему над? Ну, Вообще, с греческого языка это Ну. после. Ну, да. Но мы-то знаем. После это над. Мы-то это знаем из слова метафизика, да? Ну, да. Там метод, а физика. Снимаем. Когда Андроник Родовский придумал это слово, он придумал его потому, что ему нужно было библиотечку трудов Аристотеля составить, да, и издать. Ну что такое издать? Вы же помните, тогда не было еще Гутенберга, да? Напечатать, переписать эти манускрипты, да, и присвоить им номера. Ну и вот какой-то номер идет, там 4, например, да, физика. А после 5-м номером идет какой-то хрен его знает какой текст, которому Аристотель не дал названия. Приличным слово физика не назовешь. Ну, физика это не назовешь, тем более, что физика уже есть, это 4-й том, да? А 5-й том как назвать? Ну и тут недолго думая говорит, там метафизика. То есть то, что после физики. И так возникло слово метафизика. Оно пишется через букву А. Да? И тогда мы знаем, что такое метапредмет. Это ого-го, какой предмет. Этот предмет круче физики. Можно писать его метапредмет. Ну а если мы будем писать через О, да, то это тогда протягивается. Это обрыв от слова метод. Да, и дальше присобачивание к нему предмета. Что у нас в спецкультуре? А поскольку мы в Беларуси... А у нас 3 человека, свобода выбора, мы живем в свободной стране. Каждый будет читать свой. Кто мета, кто нету. А по-белорусски, кстати, не Не различается. различается. Белорусский вообще еще неудобный язык. Местами, да. Антология як сродок вырашения онтологических проблем. Так что... Но нам это развлечение очень важно, кстати, для совершенно другого метапредмета, чем вы подумали. Видите, как много значит буквочка в слове метапредмет? Я вспомнила, как вы рассказывали, как вы армянам рассказывали Да. про свою корову. И с армянки белорусского языка не знают, поэтому номер не удался. Итак, С про метапредметом. паретику, которую я вам рассказывал, дает метапредмет проблема. Да. Пальцами искрим. Легкий глоток. В следующий раз ты сама будешь рассказывать. Вот это все. Ну, я все рассказал. Откуда они берутся, понимаете? То есть, как там было у тебя природа, общество, человек, да? А человек, природа, общество, да? Вот как Метапредмет. гениальные дидактики, да? Да. Нет, они не метапредмет, они суперпредмет, да, создали. Мега. Мегапредмет, да? Они стиснули туда все, что они знают про... Другую букву поменяли. Ты на Г. Почему?
Все, что могли, как бы, они туда всунули. Если бы еще преподавали закон Божий, у них было бы немножко больше проблем. Бог общество человек. Но 4 слова некрасиво, понимаешь? А вот природа общества человека, ну хорошо. Знак, задача, проблема, пригнан, гештальт. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво. Ну, так вот, значит, как это? Если мы берем предмет, большой предмет, да, и объект, который мы изучаем, а мы изучаем мир мышления и деятельности, да, то изучая мир мышления и деятельности, мы не можем пойти по пути старой структуры содержания образования, изучать географию, это самое и так далее. Вот где книжка «Полемические этюды об образовании»? Здесь нет, потому что они кончились, только выставочный вариант. Я могу вам принести, если вы... Но там есть статья, не надо, подожди, я расскажу на своими словами. Всю? Немножко есть времени, поэтому я не всю, но честно. Значит, в 91 году в латвийской среде педагогической, образовательной разгорается дискуссия по поводу того, что педагогическое образование не соответствует, ну, педагоги хреново обучены. Значит, и в этой самой, в газете «Изглытыба» по латышскому образованию появляется статья, в которой там учителя собираются на неизвестный тогда еще форсайт или хохотон, я уж не помню, как это звучит, да? Да, и, значит, договариваются о том, как надо перестроить образование педагогическое. И они приходят к совершенно глубокой мысли, что учитель должен знать предмет. Да? А все остальное ему нахрен не надо. Ни философия, ни там еще что-нибудь. Надо учить, чтобы вот учитель географии знал географию. Ну, и тут мы с коллегами не выдержали и говорим, как бы, вот мы тут работаем в пединституте, и, в общем, у нас другое мнение. Можно сказать, иное даже. Да? Чемодан в другом России. Это нам потом сказали, после того, как мы написали серию статей. Статья наша называлась «Чему учить педагога?». Я говорю, ну давайте пойдем простым логическим ходом. Предположим, что педагог – это тот, кто передает детям знания, умения и науки. Да? Правильно? Предположим. Вот я тебе пришел, Николай, и передаю. Вот тебе знания. Можно как-то не возьму. Да фига ли. Должен учитель знать, чего передает? Конечно. Отлично. А придите, спросите учителя географии, что такое знание? То, что передает. Ну что, ты уже дурак, как бы, да? Вот смотри, вот вулкан. Я знаю, что такое вулкан, и могу рассказать про вулкан детям. Я говорю, про вулкан понял, а знание что такое? А зачем? А он не про знания не должен рассказывать. Он же знание про знание. Ну, он первый раз про это слышит, да? В этом месте как бы ему в задачу учителя ставят передавать знания. А что это такое, он слыхом не слыхивал. Так в методичке написано, что является знанием. Ну, Что да. именно нужно передавать? Ну, вот вы это знаете, умный, Мы как бы, знаем. да? А учитель понятия не имеет, когда его припрешь к стенке, да? Он даже не слышал, что есть такая штука, как эпистемология, например. Что эпистема – это то, что можно специально изучать. Ну тогда, смотрите, эпистемология входит туда, да? Потом, а как передаются знания? Вот так, как я передавал Николаю? Нет, знания передаются в знаках. Значит, учитель должен знать семиотику. Ну и вот в таком духе мы это самое говорим, да? Тогда чему учить педагога? Ну не географии. То есть географии тоже, но не это главное. Его надо учить эпистемологии, семиотике, да, коммуникации там, и так далее. Тогда он может прийти и сказать, спросить его, ты умеешь передавать знания? Он скажет, да, я знаю, что куда передается, как, на каких носителях это носится, там, ну и так далее, и так далее. Ну вот
так же и здесь. Но я, правда, эпистемологию сюда не включал как отдельную. Ну, в общем, она достаточно разработанная дисциплина, ее тоже надо бы в метапредметы зачислить. Но вот над чем мы будем работать, мы попробуем разобраться со знаком, с задачей, с проблемой, причем на онтологическом уровне. Но зачем? Не только для того, чтобы знать, что это такое, но и уметь с этим обращаться. Вот один из современников Имре Лакатуса, Джордж Пайя или Полиа, написал 2 книжки, очень забавных и значимых для этой штуки. Она называется «Как решать задачу». По-русски она издавалась, эта книжка, дважды. Один раз под именем Георг Полиа, второй раз под именем Джордж Пайя. Ну, не важно. Как бы и так можно. Как решать задачу? Очень хорошая в этом смысле книжка у самого Лакатуса. Ну, тут кто-то, наверное, застал тот период, когда тут у нас в семинарах читался Лакатус, да, с Галиновским. А у него еще есть книжка, которую вы не читали. Она называется «Доказательства и опровержения». Это все к метапредмету задачи. К метапредмету знак у вас тоже есть достаточно много знаний. Я на этом много топтался в своем курсе по пропедевтике системного подхода. Но придется некоторые вещи повторить. И как, например, там, изучая не всю природу, а только человека, и не человека целиком, а только его физическое устройство, и не все физическое устройство, например, а шкелет, да, мы должны знать, что такое череп, что такое там берцовая кость, что такое еще что-нибудь такое, позвонок там и прочее. Так же и здесь. Да? Изучая метапредмет знак, например, метапредмет такой, знак, мы должны отличать символы, имена, бренды, ну и так далее, да? Все эти штуки. Но туда же входят, например, схемы и прочие штуки. И туда же входят, например, такие штуки, как универсали. Ну вот, скажем, тут у нас Бобрович в Летучем университете обучает демократии. А что такое демократия? Ну вот представьте себе, что это знак, да, или ярлык. На что он кладется, демократия? Вот, что входит в означаемое, в смысл и значение этого знака? Система отношений. Тип коммуникации. Там дофига. Ну вот обратите внимание, что как только мы начинаем говорить про то, что входит с денотат и коннотат знака означаемое, там каша. Неструктурированная, хаотичная каша. Да? И тогда спрашивается, а чему Бобрович может научить? Плавание бросом в кашу. Ну задумайтесь на минутку. Как можно научить кашеобразному содержанию? Можно структурировать. А еще возьмем, скажем, еще хуже какие-нибудь вещи, ну типа открытое общество. Что такое открытое общество? Ну и так далее. А теперь попытайтесь представить себе, вот биологию все учили в школе? Да? Проходи. Проходили? Кто такой Линней, помните? Ну отлично. Представьте себе, что вы учите биологию в долиннеевскую эпоху. Сегодня мы проходим устройство дождевого червя. Да? А завтра будем проходить устройство гориллы. А после гориллы перейдем к более сложному устройству, ну, например, кита. Ну и так далее. Да? Ну, то есть полный хаос. И вот чего сделал Линней, да, вот в своей той самой, да, он хотя бы задал структуру
вот этого знания, разделив мир на три этих самых, царства, да? Минералы, животные, растения. Минералы он оставил геологам, да? А вот классификацию животных и растений дал. Потом, как выяснилось, он был настолько гениален, что классификация его для животных, для растений это не так. Классификация для животных очень хорошо легла на эволюционную теорию, там, ну и так далее, и так далее. Да? Но после Линнея животный мир и растительный мир можно изучать. Изучать, не погружаться, не обалдевать знаниями про то, сколько у кого ног бывает. Да? 8, 10, 12 и так далее. Бывают животные с 12 ногами? Это какие? К какому классу относятся? Неизвестно. Известно. В этом смысле 12 ножек. ракообразные только бывают. Ну ладно, значит, на чем я остановился? Да. На том, что знак, несмотря на то, что, опять же, к тому времени, когда у методологов возникла идея метапредметов, со знаком вроде бы достаточно хорошо уже разбирались семиотики и семиологи. И, в общем, и теория символа существовала, существовала даже философия имени Лосева там, и так далее. Да? Но нам это все надо будет восстановить. Восстановить и как-то с этим поработать, поупражняться. Ну, например, вам потребуется, да, каким-то образом собрать парадигму, ну, например, открытого общества. Для того, чтобы вы могли владеть полнотой этого знака имени. Да? И вообще научиться собирать парадигмы. Парадигмы как того, что входит в означаемое любого знака. Но дальше надо будет понять еще природу и структуру самого знака безотносительно к означаемому. А здесь целый ряд упражнений придется сделать. Вот, например, это что такое? Это палочка кривая. 4. Ну, скажем, это 4. А 4 число и 4 номер. Это одно и то же? А 4 десятка это или 4 сотни? То есть, например, в структуру знака числа входит разряд числа. Да? Ну, скажем, какое место в разряде? Разряд продолжается туда и сюда, как бы, да, но тем не менее мы всякий раз начинаем отсчет с того разряда, который стоит там первый знак, отличный от нуля. Да? Ну и тогда, соответственно, если там еще 2 нуля следует, мы знаем, чего 4. Да? Ну а если еще там, то мы, соответственно, знаем тоже, чего 4 там, и так далее. Да? Поэтому в структуру знака число входит разрядность, местоположение. Да? А номера? Ну и так далее, и так далее. То есть масса всяких нюансов, которые нам надо будет выучить, как только мы, и упражняться с этим, как только мы начинаем разбирать предмет знака. Как только мы начинаем разбирать предмет задачи, там тоже возникает целый ряд всяких вещей, которые мы должны будем знать. Ну, например, как переводить потребности в цели, а цели в, соответственно, задачи. А задачи разбивать на операции, там, ну и так далее, и так далее. Ну и проще всего с самым сложным предметом, ну и самым напряженным. Потому что теория апаретики – это очень куцая штука. Николай Гартман хоть и придумал апаретику здесь, или метапредмет проблемы, да, но в общем с тех пор
мы особо в теории проблем никуда не продвинулись. Но зато наша подготовка, да, и сила методологов состоит в том, что мы умеем превращать все, что угодно в проблему. То есть эмпирического материала? И это займет у нас как бы наибольшую часть упражнений, как бы, да, потому что Превращение всего в проблемы. Я уже 2 упражнения знаю. Пошел по парадигме и превращение в проблему. Философский камень. Философский камень, да. ну хватит, наверное, на сегодня, да? Слушайте, давайте мы, наверное, минут на 5 перервемся, чтобы это самое. А потом вернемся. Ну, давай. Опять больше картинка, это чем семиотики от семиологов подумается. А другое это... С суффиксом. Да. Другое это то, что от Линнея на порядку там зеленый рослинный свет, там науковцы на Якимщину, можно сказать, и там природу. Ну, в принципе, можно сказать, то есть, что вот у там, науковых дисциплин есть некий порядок. Да? Конечно. Да. А вот мета-предмет, и он порядок, ну и вот такая, то есть там знак задачи и проблемы, это ты, яким будем учать, есть там еще эпистемология, есть еще, пусть весь этот набор неким чином порядок, ну и это можно зрозуміти. Ну, вы читаете там те девушки, какая кино. Ну вот смотрите, я вам даже назвал несколько книжек, да, на эту тему. Ну, про семиотику я не называл, потому что, ну, по семиотике огромное количество книжек есть. И в этих книгах, да, есть некий порядок. То есть люди, которые писали эти книги, они, в общем... Не порядок семиотики, порядок... Он имеет в виду вот 3, а там может их 15. И как они между собой относятся, вот это. Ну, я пытаюсь туда как бы отвечать. Вот представьте себе, опять же, что вы изучаете естествознание в эпоху, ну, примерно, когда жили Декарт, Бейкон, Галилей, ну, то, скажем, 17 век, 20-е годы 17 века. Ладно, 40-е. Упростили задачу. тогда представляем, конечно. Да. И вот вам надо было бы, как это сказать, я, в общем, подготовленный натуралист, да? Как природовед. Природовед. А Линней еще не родился. А Ньютон еще, в общем, свои 3 закона не сформулировал. А Галилея еще вообще читали буквально 30 человек по всей Европе. И вы в это число не попадаете. То есть в самом начале, понимаете, деятельностная парадигма, методологическая парадигма, она находится в этом смысле в самом начале пути. У нас огромное количество материала есть, который надо знать, да, в этом смысле. Вот чего мы пытаемся, чего я пытаюсь сделать с вами вот в процессе этого, ну, как бы образования, да? Ну, как бы образования в школе магистров игры или там на разного рода методологических, игротехнических и прочих занятиях, которые были раньше. Я хочу минимизировать вам отбор литературы. Ну, чтобы вы не читали глупости всякие, да, брали минимально то, что можно читать, и начитывали это. Но нет ничего из того, что вы читаете, не даст вам полной картины, не даст вам такой структуры, не то, что там, как это самое, теория Линнея, да, там классификация Линнея, но даже таких, как эти самые марксисты говорят. Источника 3 составных части марксизма. Да? Что-нибудь еще. Из каких 4 этих самых сторон состоит мир? Восток, Запад, и так далее. Да? Многие вещи вот такие, там, за годы, за столетия существования школы, они вот доведены до таких каких-то простых вещей. Почему, например, методологи никогда не пользуются табличкой?
Ну, иногда я рисую таблички, но, в общем, быстро о них забываю, да? А приходит человек, который, как это, надхненный методологами, начинает упорядочивать свои знания. Первое, что он делает, он начинает рисовать таблички. Раханского все видели? Вот, Раханский застрял на табличной стадии освоения этого мира мышления и деятельности. А что значит табличка? К сожалению, табличка означает конец. Да? Но у таблицы есть всякий раз счетное число столбцов и счетное число строк. Ну, могут быть трехмерные, четырехмерные таблицы, там, да, матрицы и так далее, неважно. Но всякий раз размерность любой таблицы – это счетное количество. А мы работаем с топикой. Что такое топика? Топика – это когда у вас есть некое количество топов, да, плюс один всегда. И много свободного места. Зачем плюс один? А затем, что в него надо сбрасывать то, что не помещается в эти ящички, да, в эти топы. А что туда, куда мы сбрасываем, помещается? Хрен его знает. Там может быть еще десятки топов, как бы, да, возникать. Но мы этого не знаем. Мы сбрасываем туда только то, что не помещается в названные. Названные, помаркированные знаками. Мы осуществили процедуру атрибутирования знаний. Это тоже входит в состав семиотических знаний. Ну и так далее. Поэтому. Вот, а Евген тоже любит таблички и законченные схемы. Я же математик, но не могу спускаться. Математик. А математики работают с нечеткими множествами? Да. Ну, а с графами, от которых мы переходим к фракталам? Да. Ну, фрактал не разрешишь, там, например, в звездчатой или там, не знаю, какой-нибудь граф дерева, правда? Фрактал, он потому и фрактал, что он не подпадает под известную классификацию графов. Ну так это ж не перешкоджает танцевать. Нет, конечно. Так и мне ничего не мешает начинать pracoвать с этими тремя да, метапредметами, понимая, что у нас еще есть ряд метапредметов. Ну, например, вы же не изучаете в, скажем, средней школе ту же самую семиотику. Ну почему, собственно? Полезная штука. Почему бы не ввести? Или геологию тоже не изучаете. Ну, я ж питаю не тому, як ви зараз викладали вчора, Нет, а Да. чи упорядковано, не упорядковано. Нет. Ну, если топику считать порядком, с моей точки зрения, да. Но любой порядок – это мера снятой неопределенности. Да? Некоторая неопределенность нами снимается, но большая часть неопределенности остается, и с этим надо как-то жить. Ну, как уже завершить. Просто, ну, вот я, допустим, про геологию мало что ведаю, то есть, что в школе. Ну, как это ты, блин, ничего Нет. себе. Не, ну, базовые штуки, але може не настільки глибоко. Ось, але я ведаю, що тут є, якби, знаю, такий предмет, і він є, як там відноситься з іншими і так далі. Я не ведаю, але ведаю, що він є некое місце, куди така бездонна штука може там копати. І знаки. І нам, от, казати про метапредмет, то нам там такой порядок, что тут есть такие штуки, в яких можно рыть, але там еще не порядок, но не нарыто. Ну, кроме того, Ну вот смотри, кому больше повезло в жизни, студенту, физику, например, конца 20 века, или, например, студенту начала 18 века, изучающему физику? Смотря в чем счастье студента. Я думаю, что вот счастье студента 18 века состояло в том, что за что бы он ни взялся, он имел шанс создать новую науку, которую назвали бы его именем, да, и потом его имя, и то, что он наделал, а наделал бы он, в общем, какую-нибудь банальность, списав у Аристотеля, как всегда, да, но, тем не менее, лежал бы у истоков некой новой науки. Ну, например, там, кристаллографии, там, не знаю,
или тектоники геологии, там, ну или что-нибудь еще. А сегодня, куда ни ткнись, уже все занято, блин. И очередь на написание диссертации по какой-нибудь вот такой теме, да, в общем, до пенсии стоять не достоишься. Вот. А мы сейчас в методологии находимся на стадии, когда можем открывать новые метапредметы. Хочешь? Давай. Ну, либо амбиции. Про семиотику, семиограф это не начнем. Что я вам скажу? Нам предстоит... Хочу сообщить вам пренеприятнейшее известие. Вы уже знаете. Я придумала вам геморрой, теперь расхлебывайте. Да, именно. Кто хотел игры? Вот вам. Вы хотите проблем? Мы приняли на университетском семинаре решение, что мы с периодичностью, я понимаю, раз в месяц будет получаться, устраиваем такие мероприятия, где поочередно каждая школа выносит на общую университетскую площадку некую там, тему или проблему, с которой она разбирается, то есть выносит тему, проблему, выносит свой метод работы, ну, то есть мышление, работа с этой проблемой. Ну и третье, тем или иным образом вовлекает в это все остальные школы, ну, так, чтобы мы могли еще там, после этого или во время этого организовать рефлексию и ну, неким образом понимать и устанавливать, понимать, разграничивать там, отличия школ друг от друга, ну и выстраивать отношения между ними. И первый такой семинар или такое событие будет через 2 недели. Ну и поскольку мы все равно самые крутые, поэтому мы его и организуем. И нам нужно решить, что и как мы делаем. Ну, то есть я вижу тут три вопроса, да, 3 задачки, по поводу которых нам надо определиться, ну и, соответственно, определить, что и как будем делать. Это тема, ну, тема, проблема. Ну, лучше тема, проблема. Тема, проблема, да, ну, то есть решить, про что, о чем, ну, то есть, что мы предлагаем, и тут, ну, мне кажется, что для нас крайне важно, поскольку мы и первые, и методологи, для нас крайне важно задать тип тем и проблем, а, собственно, темы и проблемы могут быть те, которые подлежат мышлению, подлежат разворачиванию в, там, ну, не знаю, для Беларуси как минимум, ну или для чего-то более широкого. Да. Второе – это форма мышления, организация мышления, форма того, чего мы можем, как мы это будем сделать. Можем. И третье – это вовлечение. Да? Ну, то есть вопрос, чтобы мы не пришли там, методологическим семинарам, сами не доделали, то есть некое вовлечение иных школ, субъектов, через что, как мы можем это делать. Вот проще всего мне начинать с формы, потому что я понимаю, что у нас может быть только 2 варианта формы, если это наша форма. Это либо игра, либо методологический семинар. Ну, все, что мы умеем делать, это 2 таких формы. Ну, батлейка это не методологическая. Хотя, в принципе, ну, возможно. Театр, поединок. Методологи. Делаем театр, поединок. Я думаю, что мы должны быть тут свободны. Свободны? Ну, хорошо. Ну, то есть у меня, ну, я тут более скована. Я понимаю, что вот есть две подходящие формы, которые, ну, как бы, которыми мы в том числе демонстрируем свой способ работы. Я не уверена, что мы театром свой способ работы регулярно демонстрируем, но хотя...
Что-то Но там же стоит театральное как в этом бы есть. форма, один из трех этих самых элементов, да? Да. Поэтому она в любом случае зависима. Пусть даже и первая, но она зависима. Ну, например, от вовлечения. От вовлечения. Театр от темы. гораздо более удачная форма для вовлечения. Ну, может быть. Ну что, я могу записывать варианты. Ну, я бы сказала там, игра нет, просто потому что, ну, те формы игры, которые мы не можем организовать в течение 3 часов. То есть да, но нет. Что-то вроде методологического семинара на глазах у изумленной публики, но тут есть несколько минусов. Это возможность вовлечения в само действие, поскольку это сложно. Либо ну, какая-то специальная организация так, чтобы ну, можно было там, Для чайников. нет, ну, скорее не для чайников, а ну, как-то организовать так, чтобы, например, либо было после этого ну, там, какой-то такт рефлексии, да, либо было специальное время для там, не знаю, отношений, высказываний и так далее. Ну, тут просто нужно подумать, тут есть ограничения. Почему игра нет? Может, Ну, Игра- большая нет, но вот Кусочек как бы игры. сценировать можно, наверное. Ну вот смотри, можно, да, ну в смысле, можно, это театр будет, ну, скорее, да, то есть мы можем изобразить, да, ну потому что те игры, которые, ну в смысле, вот деятельностные игры, да, они предполагают, ну как минимум, набор тактов, да, там, начиная от самоопределения, проблем, ну, определения проблемной ситуации, там, ну и так далее, да. И ну, я просто не представляю себе ничего, кроме ну, презентационно-театрального разыгрывания. Да? Ну, то есть разыграть можно. Но, в общем, ну, мне бы не очень этого хотелось, просто потому что мне бы хотелось, чтобы все-таки ну, на этом мероприятии университетском, это не только выставка, но это и ну, какой-то акт мышления, ну или попытки акта мышления. А ну, я просто не представляю себе такую форму. Но это, не знаю. Смотри, вот если разворачивать на тех участников, которые уже есть, то в принципе каждая школа уже как-то самоопределена. Ну, то есть они, их самоопределение задано школой. То есть они выбрали школу, там, причем находятся с ней, не разбежались там, ну, допустим. Вот, то есть какой-то такт произошел. То есть в принципе из этой позиции можно, ну, как бы сделать такт, ну, не знаю, какой-то анализ ситуации. Там, ну, чего-либо там, да, там, ну, скажем, связано с проблемной полей, и выйти на проблематизацию. Ну, вот смотри, как минимум я себе представляю, что для того, чтобы проанализировать ситуацию, допустим, они, ну, как это, грубо говоря, представляют собой группу, да? В нормальной игре меньше, чем 3 часа работы группы, ну, 2 часа работы группы. А мы им дадим задание подготовиться. Ну, ты понимаешь, что они не подготовятся. Ну, то есть, не, можно, но в общем... Они тоже не соберутся ни разу. Ну, может и соберутся, но они не подготовятся, потому что, ну, то есть, опять же... Мы попросим доклад от каждой школы там, на 15 минут по заданной темы, которая, ну, как бы, с довольно предсказуемым, ну, как бы по сценарию... Ну, можно. То есть ты хочешь устроить как бы сразу пленарную сессию? Ну, то есть, в принципе, то есть это возможно. Я не к тому, что это как отвергла там игра, нет, как бы. Ну, нет, может быть, я бы так сказал. Ну, хорошо, я соглашусь, что, наверное, какой-то кусочек игры можно попробовать вырезать. Хотя ну, тут противопоказаний, по-моему, еще больше, чем методологического семинара. Ну, просто потому, чтобы это не было профанацией. Ну, наверное, ну, то есть все равно полноценную игру нет, какой-то драный кусочек можно попробовать. Ну, тогда вопрос просто, что будет. Ну да, это только есть какой-то анализ ситуации. На проблематизацию мы не успеем выйти. Ты чё? Куда? Ну, смотри, как это... Ну, как могло бы быть, да, то есть просто в вариантах возможного. То есть вот,
они приходят с какими-то своими кусочками анализа ситуации. При этом, ну, если там дать задание, попросить сделать небольшой доклад, ну, как бы, ну, скажем, это нам надо для нашего. То есть они приносят в клювиках свой, а мы, во-первых, к этому, ну, готовимся как методологическая школа, а во-вторых, делаем как бы сеанс одновременной игры, там, ну, как бы, ну, показываем фокус с работой, ну, собственно, выполняем методологическую работу с этим принесенным анализом, создавая там какую-то, ну, не знаю, картину, там, ну, конфигуратор собирая, там, ну, вот, на глазах у изумленной публики. Теоретически, Владимир Владимирович, что скажете? Ну, как вот для, там, не знаю, мозгового штурма в таких ситуациях, да, критика, наверное, излишня, но у меня есть большие сомнения, что это возможно. Ну, давайте версию как бы. Ну, вот смотри, я тут, ну, как бы, сомнения у меня в качестве, ну, докладов, да, но даже дело не в качестве докладов, а в том, что, ну, обычно показывать фокусы, ну, или разворачивать, ну, какое-то нормальное там, рассуждение на базе докладов можно при наличии самоопределения. Я тебе стопудово говорю. Ну, то есть ты можешь тогда апеллировать, да, люди начинают там сопротивляться, ну, там еще чего-то такое делать, да. Тут, ну, вот то, что люди сбились в школу и еще до сих пор не разбежались, это вообще ни разу не говорит о самоопределении, и, ну, как бы, ну, и тебе просто будут уходить в отказ. И ты не получишь, ну, то есть, меня тут волнует подготовленность самих докладов, в смысле подготовленность, там, допустим, докладчиков, да, работать с этим. Это первое. Второе, это вопрос мастерства работы, ну, фактически это руководитель игры. Причем охренительно сложный, потому что который начата прямо с середины. Ну, и я знаю 2 человек, которые могут с этим справиться, но это не школьники. А выпускать в Москве очень не хочется. Не выпустить. Он не выпустится. Вот. Второй человек это Егоров. Ну, как версия. Я понял сложность. Ну, сложность, да, есть. Ну, вот так. Вторая версия это с методологическим семинаром. Тут я тоже уже объяснила про сложности, да, то есть тут, с одной стороны, скорее демонстрация, но демонстрация, ну, в смысле, реального доклада, с реальным обсуждением, с, ну, максимальной попыткой представить это в, ну, как бы, в правильном исполнении, в смысле, там, этих ролевых раскладок, позиционных раскладок и так далее. Но тут вопрос вовлеченности, и этот вопрос вовлеченности можно решать либо темой, ну, в смысле, просто чтобы люди пришли и как-то отнеслись к тому, что происходит. Это может быть, ну, либо тема так сформулирована, что на нее интересно прийти, либо, ну, какой-то организацией дополнительной, да, там, не знаю, рефлексией, высказываниями, ну, то есть какой-то возможностью включаться. Что там еще, Владимир? С методологическим просто в чем, как бы, ну, недостаток, что у нас и так идут методологические семинары, да. То есть, собственно, ну, то есть это не, ну, не будет чем-то особенным. То есть, как бы, ну, в школу и так могут люди ходить на методологически смотреть. Нет, ну они же не ходят, а тут они будут. А тут мы их заставим. Тут мы их заставим, да. Ну да, в этом есть сложность, но. Что вы там, Владимир Владимирович, еще говорите про театр теней? Ну, я как форму предлагал, да? То есть мы можем что-то попытаться разыграть. Ну, например, я не знаю, разыграть подготовку новой там антологии белорусского мышления через 15 лет. И что тут специфичного методологического там будет? Ну, вот, понимаешь, как бы, что специфично методологического в этом будет? А что вообще специфично? Нет, хорошо. Я просто, вот я себе могу представить, ну, грубо говоря, методологический семинар на тему следующая антология. Это я могу представить. А что значит разыграть? Кто-то будет изображать Акудовича, а кто-то Дубинецкую? Ну, почему же Акудовича? Вы
уже через 15 лет, Ну хорошо, Веденина, Оришу, да, ну и и они что? сами вообще разбирают, ставят проблемы. У тебя же были проблемы, когда ты собирала антологию? Я сейчас не понимаю. Отвлекитесь от своего Я телефона. не знаю, понимаешь, как бы мне кажется, да, что вот для такого мероприятия, общеуниверситетского, где будут присутствовать другие школы, чего-то специфическое, школьное, ну, почти невозможно. Вот для нас, по крайней мере, методологов, да и для других. Ну, а что могут ВКЛщики представить? Я не знаю. Ну, я Это не их знаю. проблема. Поэтому для меня это что-то вроде, ну, не знаю, неспецифических форм, да, для каждой школы, неспецифических, то есть не совсем их, но так, чтобы какая-то специфика в этом была проявлена. И поэтому это какой-то как капустник, да? Какая-то другая задача. Какая-то другая задача, Всего да. этого мероприятия, ну, типа, например, ближе познакомиться, подружиться с домами или еще чем-то. Насколько я понимаю, я не была на семинаре, но насколько я понимаю, задача как раз состояла в том, чтобы наладить коммуникацию, ну, как бы другую коммуникацию между школами, со всей их специфичностью. Для того, чтобы они перестали быть специфичны каждый сама в себе, а находили хоть какие-то эти предметы, способы разговора между Ну, собой. отлично. Значит, как бы Оставаясь действие специфическим. должно быть не специфичным. Почему это значит? Ну, потому что у нас 4 школы. У каждой своя специфика. Да? Значит, если мы вовлекаем, ставим задачу вовлечения всех школ с 4 спецификами в действие, которое организует одна из школ, то, соответственно, само действие должно быть не специфично ни для одной из школ, а иметь что-то общее. Общедоступное, общеизвестное. Так, а смысл? Нет. А нести содержание. Что это вместе содержание? Ладно. Например, содержанием тогда той же самой вот, или темой, да, или проблемой, может быть, ну вот как я сказал, антология, да, через 15 лет. Ну, Но это или не игра. проблема. А? Это не проблема. Подожди, это Это не тема. проблема, это тема. Почему я и настаивал на теме, да? А проблема возникает, ставится и формулируется на глазах у изумленной публики. Ну тогда это вариант, ну вот скорее того, что Иван говорит, да? С привлечением товарищей и друзей, да, извлекается, ставится и формулируется проблема. Ну, в общем, да. Но это не игра вот в том виде, в котором мы там имеем в виду деятельностные игры или еще какие-то. Да? Да, это нечто игроподобное, но это делается, например, 1, 2 или 3 докладчиками, да, с вовлечением мнений, вопросов там, и так далее, владение всей аудиторией. Да? Пьеса на тему проблематизации. Но она не совсем пьеса. Вот я могу, если я правильно поняла, то, что, ну, как это, что будет в этом смысле продемонстрировано. Да? Ведь я сейчас не говорю, что будет происходить, что будет продемонстрировано, это из некой ситуации, ну, деятельностной в данном случае, например, там, собирание антологии, постановка неких мыслительных проблем, на которые нужно, там, ну, то есть перевод из состояния задачи, ну, деятельностной практической задачи к мыслительным проблемам. Да. И это, собственно, там, методологическое действие, Да. которое демонстрируется. Причем, Тогда- когда я говорю про театр, ведь смотрите, игра, мы уже как бы помним, игра это game, play, да, шоу, перформанс. Вот нам нужно что-то, перформанс с шоу, элементами шоу, как бы, да, изобразить. Блэкджек с потому водкой, что- с девками, да. Да. Ну, вот, потому что действительно временной фактор мешает нам, например, некоторые вещи просто, ну вот, все 3 формы
как бы интеллектуальные работы, которые в игре втягиваются, да, коллективная, групповая, индивидуальная, за 3 часа прокрутить. Потому что между переходами от формы к форме тоже нужно время. Ну, а как бы семинар не позволяет этого сделать. Но игровую вот эту вот, как бы, ну, не знаю, доклад или заседание, скажем, редколлегии. Ну, вот мне тема антологии не нравится. Ну, хорошо. Ну, Вместо то есть антологии я туда бы можно искала положить какую-нибудь актуальную более тему. проектирование самой игры, да? Разыграть перформанс, изобразить проектирование самой игры. Или это может быть в качестве темы положен университет, обсуждение проблем университета. Или это может быть, ну, например, там проблема Беларуси, да, какая-нибудь поставлена. Слушайте, у нас в мае, в конце года, планируется, правда непонятно пока в какого формата, университетская игра. Ну вот на этом мероприятии мы можем спроектировать игру. Ну, спроектировать мы, конечно, за 3 часа не спроектируем, но, наверное, это можно было бы попробовать сделать. Разыграть. Да. Разыграть проектирование? Ну, да, начать проектирование, ну да, продумав какое-то разыгрывание, ну, в смысле, с вовлечением этих самых. Во-первых, ну, как бы тема, ну, общеуниверситетская игра, это, ну, то, что, в принципе, будет касаться университета. И дальше там, например, ну, можно, всю игру мы все равно не спроектируем, нам можно взять какой-нибудь кусок, например, определение темы для общеуниверситетской игры. И там куча вариантов, да, то есть основания, рамки, обстоятельства и так далее. Да. Ну, ок, например, такая тема могла быть. Да, вопрос в том, как это организовать. Ну а теперь, как бы, вот постоянные участники школы, да, их не так много, некоторые здесь отсутствуют. У меня к вам вопрос. Вы вообще чему-нибудь научились в этой школе? Ну, например, владение аудиторией и организация коллективной мыследеятельности в аудитории за там 3 часа работы. Сможете организовать аудиторию на работу? Работу при этом будете делать сами в первую очередь. Но тем не менее вовлечь в нее всю аудиторию, которая соберется. Вот я, например, такие вещи делаю, да? Кто из вас это может сделать? При этом я делаю не абы как. Не за счет там харизмы, еще что-нибудь такое, а за счет доски. Да? Я работаю с доской, со схемами и так далее. Да? Вот это. Заставляю все внимание изумленной публики концентрироваться на доске, на схеме, на фломастере, на слове, на жесте. Вот и вам нужно там 2-3 человека выходят и все это повторяют. Без передней подготовки имеет? Нет, Почему? целых 2 2 недели? недели. Я маю на увазі вже таких років. У этих, Ну, конечно, школа. да. Не, ну вот я тут сразу вспоминаю наш опыт, конечно, не такого типа, да, но, грубо говоря, назначаются 2 будущих руководителя игры. Ну, чтобы веселее было просто. Предполагаемый. Или 3. Нет, предполагаемый методолог игры. Да? Ну и приглашается там этот состав будущих участников, и ну, это дело проектируется. Причем там первым этапом определение темы игры, например. Ну, еще 2 недели есть, чтобы... Я, конечно, как-то попробовал, но я же неделю буду отсутствовать. И я неделю буду отсутствовать. Там мы обсудим с Егоровым. Ну, да. Ну, я просто говорю про 2, потому что это удобнее, но, в принципе, да, можно там не делить это
по ролям, ну, в смысле, вот руководители, да, а, например, там, ну, не знаю, 3 человека. Но единственное, что этим прям, конечно, нужно между собой, ну и, наверное, нам еще. Ну, Хорошо было бы еще всех обсудить остальных это. втягивать тоже в это дело. Да, да. Но я имею в виду, что надо еще, ну, подумать и как это, не просто кинуть режим на амбразуру, а, в общем, я думаю, Куда еще? обсудить немножко. Это все равно амбразуры хватит, там, знаете. Что-то у меня вот возникают сомнения, что ну, в школе методологии достаточно участников, которые способны это все. Ну, То есть, ну, я-то проходил, ну, как это, и игротехнику, и там много чего, то есть поэтому я так чувствую, что как бы с подготовкой двухнедельной можно было что-то сделать. Но вот кто еще из школы, ну, кто вот отходил полгода, мог бы. Слушай, первую киевскую игру, которая была парадигматической игрой, на первую игру, я набирал игротехников вообще с улицы. ну ладно, с улицы. Скацук, Егоров, да, Егоров вот это еще не хватает. Абсолютно Света. уличные ребята. Ну, кроме Светы, все остальные вообще никогда ничего про игру не слышали. Не знали. Ну, они же на семинарах, наверное, бывали. Не было тогда Каких? семинаров. Семинаров не было. Не было. Они после начались. После той игры только начал. Там 4 года перед киевской игрой я вообще жил частной жизнью. А, ну еще Писал работал «Вызывающее в Альпине молчание». консулт. «Вызывающее молчание» я написал за 2 недели. Ну, просто я так понимаю, что от того, кто возьмется это делать, от него требуются навыки, по сути, руководителя игры. То есть, По большому счету, да. Да. ну, по это же большому не игротехники. Игротехника это как бы пешка. Ну, по Нет, сути. подожди. А ты Если у думаешь- тебя есть какие-то навыки, или ты на это претендуешь, из состава школы вербуешь себе 2 ассистентов. А остальных вовлекаешь по мере, ну не знаю. Не, ну и я, Фантазия. как бы, я бы, в общем, предлагала всем отнестись к этому серьезно. Ну, там, я предполагаю, что, например, я там буду участвовать в этом как участник, да, то есть там с подбрасыванием содержания и всего остального. Другое дело, что, ну вот, как бы процесс организовывать, да, наверное, имеет смысл, чтобы это были не, ну там, не Мацкевич, не я, не Егоров. Да? Вот. Поэтому, ну я не знаю, вот еще неделя есть до отъезда, да? Почти. Ну, какая неделя? Мы Ну, уезжаем когда? в субботу. утром вы выезжаете, да? Да, 3 дня. Ну, 3 дня. Соберитесь, хоть как-то свистните, хотя бы раз как бы обсудить. Потому что, ну, здесь должно быть, даже вот, Это вы сейчас кому говорите, свистните? Ивану я говорю, в данном случае, если он выступает там за каторщика. Как бы у меня все плотно эти. Да, Реально понимаете. тут, сложновато. Это постоянная проблема у методологов. Времени нет никогда. Ну, мне этот вариант нравится тем, что это реальная задача. Ну, то есть ее все равно придется потом исполнять так. Можно погреться, да. Вот. Я совершенно не понимаю, что у нас там будет на этом аспекте, в смысле по свободному времени, но теоретически мы могли бы, ну, там, на 3. Будет правильно, это не будет у вас свободного времени. Потому что 12 часов работы как минимум. Нет, ну, мы будет же могли у вас, бы- будет же у вас Да. вечерами там клуб какой-нибудь. С Антигоной. Да. Свободное время они должны тратить на постановку театральных Ну, я надеюсь, что вы, представлений. может быть, созреете к театру, наконец, поставив Нет, антигон. давайте запасной вариант, потому что, ну, реально, то есть, это, как бы, ну, будет безответственно убраться, ну. Ну, я еще думаю, да пока не про запасной, а про этот же, у нас есть такие полушкольники. Ну, это Роман, ну, в смысле, имеющий О, определенный Роман. Ну, Роман не возьмется как бы сам, но, в принципе, в команде может быть. Роман и, ну, Виолетта, конечно, это, Она сейчас в другой школе. в другой школе, ну, в общем, ну, и есть там тот же Константинов.
где-то болтающиеся. Ну, я имею в виду, не будем вычеркивать. Ладно. Хорошо. Ну, вот Евгений возьмем завтра на колоку по боку и... Что-то хилая у вас школа такая. Совсем. И то, что у вас? А может, Галиновский? Ну, Блиновского вы можете... Не, он вести вряд ли будет, но ты его можешь набрать в команду главы игротехника. Нет, ну юзать можно всех. Всех, да. Вообще, вот, мне кажется, важно, чтобы это было весело. Это да. Я тоже завидую. Я тебя поддерживаю. Не, Иван, знаешь, обычно это весело всем, кроме Клоуна. клоуна, да, хорошо дрессированного. Но, тут, да, я, ну не знаю, наверное, я тут тоже не лучший этот самый, но я, в общем, тебе нравится, я активно буду участвовать. Ну, А может, мы судья. перенесем на недельку? Понимаешь, у нас там... Но теоретически же это возможно. Ну, теоретически, возможно. Ладно, я посмотрю и поговорю с Галиной Вячеславовной, может быть, если там можно сдвинуть. Там, наверное, с нашим будет. Ну, давайте, хорошо, ладно, какие у нас еще есть варианты, ну, в смысле запасных, и я тогда подумаю про... Запасной формат. Запасной формат. Ну, в конце концов, может кто-нибудь сделать доклад Ну, на да. 3 часа, всех усыпить. Это будет тоже весело. Не, ну... Я вообще думала, Такой доклад с вовлечением. Да. То есть пройтись по всем школам, раскритиковать их Да. методологически. Что неправильно происходит во всех школах? Да, разнести в пух и прах за полчаса, а потом как бы погребать реакцию. Да. Тоже хорошо. Но этот доклад кто-то должен сделать. Готовиться тут много не надо. Не, ну у меня был, да, план, ну в смысле вариант как раз методологического семинара с докладом, тоже с темой какой-нибудь, ну это в смысле вовлечения, да, чтобы тема как-то цепляла, ну это там всякие связанные с образованием, с той же там математикой, еще чем-то, но надо готовить доклад. Ну, был такой интересный завершающий семинар в прошлом году, когда школы рассказывали, как у них дела. Да. Вот. И там выявилось интересное, такое расхождение. Одни получают удовольствие, а другие там боль, да, и вот, в принципе, это материал для какой-то проблематизации, то есть как бы по методам, практикуемым в школах. И, в принципе, можно было бы какое-то исследование вот этих методов организовать в этот срок там, через, может быть, интервью с руководителями там, или еще каким-то, и проблематизировать. Вот видишь, я-то считала, что как раз такое исследование, это и будет весь этот цикл этих самых, что как бы предъявляя себя, да, то есть одно дело тебе рассказывают, как они там расслабляются и музыку слушают, а другое дело, как бы ты сам это там на себе. Но мы же как бы им тут боль придумали, это уже не чистый эксперимент. То есть мы им заставляем теперь страдать, как и мы. Вот, то есть, это тоже возможно, но я не знаю, кто готов взяться. Ты что же неделю будешь отсутствовать, не сможешь? Нет, это проще просто, то есть, наверное. Может быть. Евгений, что скажешь? Не хочешь ли ты выступить застрельщиком на методологическом семинаре? Неожиданный вопрос. Ты псих. Первый, конечно, вариант по прикольнее. Да, конечно. А если нет? В принципе, я думаю, там у нас
Ну, местами можем поменять нашу эту методологическую, тем более, что она все равно отнесена дальше, и университетский. Можем на 8 ноября передвинуться. И тогда будем иметь 3 недели на подготовку. Ну, отлично. На этом мы порешим. Слушай, ну единственное, что я хотела бы про это обвестить, но тогда надо просто обвестить будет, что, ну, как бы, что мы переносим, я еще договорюсь с Блиничновым завтра. Вот, и, ну, как-то предварительную форму обозначим, ну, чтобы запугать. Ну, заранее готовиться. Как мы его закончим? Ну, да, давайте решим, как мы это обозначим. По сути, мы готовимся К общеуниверситетской игре. Да. А? Проектирование общеуниверситетской игры. Этап 1. Организованная школой методологов. Ну, что-нибудь такое, да? Впервые на арене. В роли руководителя игры. Ну, будет красиво, мне кажется. Все? Определились? Ура! Класс. Все, все свободны. Чистенько выйдем. Сами себя задержите.